Фильм создан на основе фактов и реальных событий. Персонажи и герои не выдуманные. Фильм расскажет о реальной причине военного конфликта на таджико-киргизской границе и является абсолютно независимым. Хронология событий. 14 марта 2021 года Министерство обороны Кыргызской Республики заявляет о намерении проведения военных учений в конце марта-начала апреля в Баткенской области, в непосредственной близости от спорно-приграничной зоны на границе с Таджикистаном, стягивая туда десятки единиц военной техники. В Баткенской области понаблюдал за заключительной фазой командно-штабных и мобилизационных учений безопасности 2021. 26 марта председатель ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев на пресс-конференции заявляет, что Кыргызстан предложил обменять анклав Варух на участки в Лейликском и Баткенском районах, что вызвало резкое негодование жителей Варуха и всего Таджикистана. По этой попытке показать свой патриотизм киргизский, господин Ташиев допустил абсолютно некорректные высказывания. Таджикистан'dan азыркы Лахш районы, Жергетал районы, Мургаб, бұлардың бардығы қырғыздың жері болған. Ташиев заявляет о намерении Бишкеком построить водохранилище на реке, как ее называют кыргызы, Казу-Баглан, а таджики Хаджабакиргон, без согласования с соседями по низовью реки, что нарушает ранее достигнутые договоренности между всеми странами региона. Главы МИД обсудили сотрудничество в сфере транспорта, использования водных ресурсов. Особое внимание уделили вопросу делимитации и демаркации линии государственной границы. Киргизия будет строить некое водохранилище, там Кипир-Абадское. Это было совершенно возмутительное заявление, которое, в общем, в этом регионе нельзя так утверждать, потому что вода там общее состояние. Таджикистан резко отреагировал на это заявление. 17 апреля Кыргызстан произвольно начинает производить ремонтные работы на головном сооружении водораздел. Произошла стычка из-за установки Таджикистаном видеокамер на одном из участков границы. 28 апреля таджикская сторона пытается установить по своему убеждению на своей территории камеры видеонаблюдения, что вызвало недовольство со стороны кыргызов, и граждане Кыргызстана в гражданской одежде избивают людей, которые хотели установить камеры видеонаблюдения, и препятствуют им. В конфликте мэр города Исфара получает огнестрельное ранение. 29 апреля спецназ Кыргызстана атакует погранзаставу Таджикистана, расположенную в Джамуатте Хаджай-Ало, и пытается захватить головное сооружение водозабор. Таджикские военные начинают ответное наступление. Варух не был анклавом. Он действительно был частью таджикской территории, но потом в 50-е годы киргизские власти, между прочим, волевым решением сделали его анклавом, потому что ту часть, которая соединяла его с другой частью Таджикистана, они на фактах сделали киргизские территории. Почему? Чтобы иметь возможность иметь непосредственную дорогу через свою киргизскую территорию к Лейликскому району. Дорогие зрители, если обнаружили какие-то неточности в данном фильме, просим вас в комментариях предоставить аргументированные уточнения. Своим фильмом мы не хотели кого-то обвинять или оправдывать, и тем более не для разжигания межнациональной розни.